Локальный политический кризис, так эксперты говорят о событиях в Абхазии. Волна протестов, отставка президента, новые выборы и непринятие инвестиционного соглашения с Россией. Любимая многими российскими туристами Абхазия вновь переживает непростые времена. К чему все это может привести? Сегодня в кадре теперь уже бывший президент Республики Абхазия Аслан Бжаня. Аслан Георгиевич, здравствуйте. В первую очередь спасибо, что нашли время для того, чтобы с нами побеседовать. Мы знаем, что 15 февраля состоятся выборы в Республике Абхазия, назначены президентские выборы после того, как вы сложили полномочия. Вот сейчас, спустя какое-то время, как вы смотрите на это свое решение? Было ли оно вынужденным? Почему вы приняли именно такое решение? Добрый день, Наталья, добрый день, дорогие телезрители. Да, вчера Народным собранием, парламентом Республики Абхазия было принято решение. 15 февраля 2025 года пройдут досрочные выборы президента Республики Абхазия. Решение о отставке принималось в непростых условиях. Вы, наверное, видели, знаете, что там происходило. Я на второй день заявил о том, что готов подать в отставку, потому как оппоненты считают, что их поддерживает население Абхазии, что они имеют электоральную поддержку, что им верят. Я предложил пойти на выборы. Пусть народ Абхазии выскажет свое отношение к ним или к бывшему президенту Абхазии Аслану Бжане и его команде. А это было сделано еще и для того, чтобы снизить накал. То, что произошло, это очень плохо, но мы точку невозврата не прошли. Непоправимых ошибок сделано не было. Кровь не пролилась. И это очень важно. Мы еще поговорим с вами, да, и о причинах того, что происходило, и об инвестиционном соглашении, вокруг которого развернулись споры. Но вначале хочу также вас спросить о главном. Мы сейчас находимся в России. Как вы считаете, каким образом должны развиваться отношения с Российской Федерацией в Абхазии? Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел коротко коснуться истории наших взаимоотношений с нулевых, с момента избрания президентом России Владимира Владимировича Путина. Вы, наверное, знаете о том, что мы находились в состоянии блокады. С избранием Путина президентом Российской Федерации отношение России к Абхазии изменилось. Большинство жителей Абхазии получили возможность приобрести российское гражданство. Была снята блокада. В 2008 году Россия признала независимость Республики Абхазия. Это после тех событий, которые произошли в Южной Осетии. В результате признания независимости Абхазии мы получили возможность для развития, социального и экономического развития. Мужское население до 2008 года было задействовано на охране государственной границы, на обеспечении безопасности страны. Не было возможностей для развития. Все это произошло в 2008 году. Все эти позитивные события. И они связаны с решением президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, тогдашнего премьера Владимира Путина. И в 2008 году после этих событий, собственно говоря, и был восстановлен суверенитет Абхазии на всей территории. Часть Абхазии до 2008 года была оккупирована вооруженными силами Грузии, Кодорского ущелья. Это значительная часть нашей территории. После этого в результате наших договоренностей в Абхазии появилось пограничное управление, которое обеспечивает пограничную безопасность. Построено несколько пограничных застав. После признания были разработаны программы социально-экономического развития. Россия вложила с 2008 года по 2023 год около 110 миллиардов рублей в развитие Абхазии. Это транспортная инфраструктура, автомобильные дороги, мосты, это школы, это дома культуры, это музеи, это больницы. Вот все, что сделано в Абхазии в послевоенный период по
в настоящее время 95% это благодаря поддержке Российской Федерации, безвозмездной поддержке Российской Федерации. Хотел бы обратить ваше внимание на следующее. До 2021 года у нас бюджет состоит из двух частей. Собственная доходная часть государственного бюджета и российская безвозмездная финансовая помощь. Так вот, собственная доходная часть бюджета никогда не выполнялась. До 2021 года впервые доходная часть бюджета была выполнена в 2021 году. По сравнению с 2021 годом, по итогам 2023 года, мы его перевыполнили на 120%. Вы, безусловно, любите Абхазию. Это чувствуется даже потому, что вы говорите. Вы можете пояснить, какой вы видите Абхазию? Какой она должна быть в будущем? Вы знаете, мы, после того, как я был избран президентом Абхазии, разработали государственную программу социально-экономического развития Абхазии 2022-2025 годы. И шла реализация этой программы. И по сей день она тоже идет. Часть мероприятий этой программы финансируется из бюджета Российской Федерации. Я вижу в среднесрочной перспективе Абхазию страной с развитой экономикой, с развитой социальной сферой, с развитым здравоохранением, страной, где с большим удовольствием будут бывать, отдыхать, проводить время, приобретать недвижимость граждане Российской Федерации. Это соответствует интересам прежде всего Абхазии. Российский фактор в Абхазии – это фактор стабильности и безопасности, а не наоборот, как это хотят преподнести некоторые деятели в Абхазии. Присутствие России, присутствие, которое оговаривается определенными условиями, определенными договорами в Абхазии, еще раз подчеркиваю, это прежде всего работает на развитие нашей государственности и на его укрепление. В Абхазии у абхазов нет другого дома, как собственно своего. Его надо развивать, его надо строить, его надо укреплять. Бывшие руководители Абхазии Владислав Ардзинба, Сергей Васильевич Багапш говорили о том, что развитие и укрепление абхазской государственности возможно только благодаря двум силам. Это опора на Россию и волеизъявление народа Абхазии. Эти тезисы остаются по сей день важными. Я уверен в том, что в сжатые сроки Абхазия станет страной, в которой будет очень приятно, комфортно и удобно пребывать. Я в это верю. Мы идем по этому пути и при поддержке Российской Федерации. Несмотря на те сложности, которые сегодня мы испытываем. Ну, действительно, очень плотные взаимоотношения и исторические, и территориальные с Российской Федерацией. Давайте тогда вернемся вот к этому инвестиционному соглашению, которое было подписано, но не ратифицировано, в том числе благодаря усилиям оппозиции, которые вы упомянули. Хотя та же оппозиция тоже подчеркивает, что необходимо двигаться в том же русле во взаимоотношениях качественных с Российской Федерацией. Как это понимать? Ну, это, знаете, игра такая политическая, сиюминутная конъюнктура. Все дело в том, что отдельные лидеры оппозиции на протяжении последних 2 лет системно критикуют вопросы, которые мы обсуждаем, которые стоят на повестке дня между Абхазией и Россией. Я хотел бы пояснить. В 2014 году был подписан межгосударственный договор президентом Путиным и президентом Хаджибе. Впервые в этом договоре появились такие формулировки, как единая территория обороны и безопасности, единая территория социально-экономического развития. Это требует доработки. Эти обязательства стороны взяли на себя в ноябре 2014 года. И с ноября 2014 года по 2020 год практически из этих обязательств ничего не было сделано. Эти пункты договора не были реализованы. Тогда, когда этот договор подписывался, я был лидером оппозиции, и я этот договор не критиковал. Я считаю его правильным. И вот, когда мы начали условия этого договора реализовывать, оппозиция стала действовать в этом плане очень деструктивно. Это касается не только данного соглашения, это касается вопроса, связанного с передачей государственной дачи президенту Российской Федерации. Эта дача находится в пользовании. Эта дача была Никиты Хрущева. Она огорожена, туда никого и так не пускают. Там все это время находилось ФСО. Речь идет о том, что там 3 корпуса, которые нуждаются в капитальном ремонте. Бассейн, который разрушенный. Его нужно восстанавливать. И Россия для того, чтобы эти вещи восстановила, дача находилась в безвозмездном, бессрочном пользовании, для того, чтобы туда вкладывать бюджетные средства, необходимо, чтобы это была их собственностью. Именно здание
О земле речь не идет, земля передана в аренду. Тут появились, значит, у нас люди, которые стали говорить о том, что это антинародный поступок. Их поддержали в Грузии, их поддержали в Европе. Какая-то вот, знаете, появилась цепочка событий в Абхазии, за пределами Абхазии. И все это было видно, что срежиссировано в одном месте. Это соглашение тоже было торпедировано. Мы 2 года вынуждены были потратить на то, чтобы соглашение в конце концов ратифицировать. В государственной программе социально-экономического развития, если говорить простым словом, Россия оказывала нам финансовую поддержку. Но это невозможно без конца, в бессрочном плане. Ну, наконец-то нужно научиться самим зарабатывать деньги. Да? От правила, когда дают тебе рыбу, перейти к правилу, когда тебе дают удочку, чтобы ты сам это мог сделать. Все эти соглашения направлены на развитие экономики. Собственных денег у нас нет, у нас рублевая зона. Свободного капитала для развития экономики достаточного у нас тоже нет. Нам в экономику необходимо вложить сотни миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, половина населения трудоспособного у нас не имеет работы. Это очень опасная история. Таких цифр мало где можно увидеть. У нас 40 тысяч пенсионеров и 42 тысячи официально работающих. Соотношение должно быть, если экономика развивается, для того, чтобы государство решало свои вопросы, задачи, хотя бы на одного пенсионера 3 работающих. Но оппозиционерам это неинтересно, они за это ответственность не несут. Так вот, нам необходимо создать около 50 тысяч рабочих мест. Стоимость одного рабочего места примерно 7-8 миллионов рублей. Это в экономику необходимо привлечь около 350 миллиардов рублей. С 1994 года по 2000 год частных денег, зафиксированных в виде привлеченных инвестиций в Абхазию за такой огромный период было около 8 миллиардов рублей. Мы за 3 года привлекли 30 миллиардов рублей. Но этого мало. Я еще раз говорю, для того, чтобы создать рабочие места. Межправительственное соглашение об инвестициях. В октябре 2024 года правительство России и Абхазии подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Документ регулирует вопросы реализации инвестиционных проектов, определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц, занимающихся инвестиционной деятельностью в Абхазии. Идея в том, чтобы привлечь дополнительные российские инвестиции в экономику республики и тем самым способствовать развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха. Соглашение также должно способствовать развитию обеспечивающей инфраструктуры, объектов газа, вода и теплоснабжения, транспорта, социальных и цифровых проектов. Инвест-соглашение предполагало для российских инвесторов освобождение на 8 лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль. Ставку налога на добавленную стоимость 5%, в 2 раза меньше стандартной, и другие меры. Был установлен минимальный порог для инвестиционных проектов – 2 миллиарда рублей. Данное соглашение, о котором мы сейчас ведем речь, я считаю, это документ выверенным. Документ, который исключительно полезен для абхазской экономики, для нашего населения. Льготы и так есть у инвесторов. Тут одна дополнительная льгота вводится. Если сумма инвестиций превышает больше 2 миллиардов рублей, то компания на определенное количество лет освобождается на 50% от НДС для того, чтобы привлечь больше инвестиций. Но это работает только в отношении тех фирм, которые вложили 2 миллиарда. Тут есть фактор мультипликатора. Это уже якорные инвесторы. Если кто-то вложил 2 миллиарда, кто-то вложит 300, 400, 500. Это признак стабильности, признак доверия к властям. На них-то эти правила не распространяются. Налоговая получает в полном объеме те налоговые поступления, которые должны были поступить. 2 миллиарда по льготной схеме за собой притянут 10 миллиардов по нельготной схеме. Это не понимать невозможно. Абхазия такая красивая страна, такая климатически одаренная, так приятно там проводить время. Огромный туристический потенциал, который вот за все эти годы так и не дореализован. Который не реализован. Когда я говорю, привожу некоторые примеры, меня упрекают. Вот мы не хотим, как в Сочи. И мы не собираемся, как в Сочи. У нас есть совершенно другие возможности. Мы можем сделать лучшее, как в Сочи. Или лучшее, что из Сочи, перенять. Территория Сочи 3 раза меньше, чем территория Абхазии. Но при этом Сочи принимает 7 миллионов туристов, а мы 600 тысяч туристов принимаем. Город Сухум находится в центре Абхазии.
от города Сухум до границы с Грузией, вот когда я стал президентом в 2020 году, один отель только работал на первой линии. 105 километров первой линии работал только один единственный отель. Представляете, да? Собственно говоря, все наши усилия в большей степени были направлены на развитие Восточной Абхазии. У нас 1050 коллективных мест размещения. Из них 1020 коллективных мест размещения находится в Западной Абхазии до Сухума. А от Сухума туда, это половина Абхазии, всего 29 отелей. Сейчас последние 3-4 года появились. Тем более идет или уже завершается строительство аэропорта Восточной Абхазии, аэропорта города Сухум. Это совершенно другая экономика, это другой импульс. Я, знаете, мне уже в последнее время часто снятся сны, когда садятся самолеты с нашими друзьями из России. Это родные нам люди, понятные нам люди. И я вообще не понимаю тех людей, которые ведут себя таким образом в отношении вот наших особых теплых взаимоотношений с Россией. Вы упомянули, что, возможно, у них есть какой-то иной интерес. Знаете, о чем хочу спросить? Сейчас на постсоветском пространстве мы часто фиксируем попытки наших западных, условно, друзей к оранжевым революциям, к цветным революциям, как это называется. Как вы считаете, вот у оппозиции в Абхазии есть какие-то такие предпосылки того, что она может сотрудничать с какими-то западными странами? Знаете, абхазская оппозиция, она разнородна. Есть люди, которые умеют оппонировать, делают это профессионально и качественно, и при этом действуют в рамках существующих законов. Но скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, люди, которые понимают, насколько мы близки с Россией, насколько важно с Российской Федерацией сохранить особые отношения, люди, которые знают объем той поддержки и помощи, которую нам оказывает Россия, Россия, которая обеспечивает нашу военную безопасность. Мы же не подписали еще договор с Грузией о неприменении силы. Говоря другим языком, мы находимся в состоянии войны с Грузией. Все эти факторы, они очевидно и известны этим людям. И при этом эти люди бьют по нашим взаимоотношениям. Кто эти люди, как вы думаете? Чем они руководствуются? Они принадлежат сами себе или они принадлежат другим силам? У меня тоже такой вопрос. Я не понимаю этих людей, потому что часть из них – это бывшие руководители высокого уровня, высокого ранга. Они занимают высокие должности. Некоторые сейчас занимают, там являются депутатами парламента. Они эти вещи не могут не знать. Их действия непонятны с этой точки зрения. Поэтому народ Абхазии это не приемлет. Я уверен в этом. У нас многонациональный народ, мы тяготеем к России, но мы сохраняем свою независимость. Мы строим свою страну, свое государство. При этом и нам в этом помогают. Единственное крупное государство в мире, член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое нас признала Россия, в картах, которые выпускаются в других государствах, такого государства, как Абхазия, нет. Как можно на кого-то из них рассчитывать? О чем идет речь вообще? Для чего это делать? Поэтому для того, чтобы оторвать Абхазию от России, испортить наши союзнические отношения, вернуть состав Грузии. Такие силы есть, конечно, за пределами Абхазии. Есть, видимо, агентура соответствующая, это не отрицаю, такое было, когда-то руководил специальной службой. Все эти механизмы работают. И часть некоторых неправительственных, недружественных России и Абхазии организаций. Конечно, они этого хотят. Конечно, они будут работать и действовать в порядке, которые нас не будут устраивать. А вспомните 2008 год, когда Россия все-таки пошла на факт признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Как отзывались об этом лидеры европейских государств, другие международные европейские организации, что это неправильный поступок, что это подрывает их доверие к России. Их мнению, опасно для местного бизнеса, для местных предпринимателей. Это перевернутые такие факты? Это никак не соответствует действительности. У нас определенное количество людей без работы. Эти люди, которые так говорят, у них есть неплохой бизнес, в том числе и туристический. Они, видимо, не хотят, чтобы в стране была конкуренция. Я понимаю их мотивы в этом плане. Но вы знаете, я планирую исходить из интересов того населения, которые не имеют работу.
и хотят работать и жить. А в их интересах, чтобы рабочие места были созданы. Это нормальная история, когда есть конкуренция. Тем более, в какую отрасль пускать, какие отрасли развивать, какие территории, это будет зависеть от абхазских властей. Они сами планировали, когда были у власти, дополнительные инвестиции привлечь. У нас закон об инвестиционной деятельности в 2014 году был принят. Там были определенные льготы. Но этих льгот оказалось мало. Эти условия лучше. Более того, была разработана программа ими, 25 шагов. Третий пункт программы. Это дополнительные стимулы для инвесторов. Земельные, финансовые, инфраструктурные. Слушайте, а мы никакие инфраструктурные, семейные, финансовые стимулы инвесторам предоставить не можем. Инвестор все риски берет на себя. И нет такого потока инвесторов. Поэтому они и принимали законы. Кстати, они законы, которые принимали, я считаю, что это было правильно. Другое дело, что они смогли сделать так, чтобы законы начали работать. Для того, чтобы был инвестиционный климат, недостаточно иметь хорошее налоговое законодательство и преференции. Там еще и закон должен работать. Правопорядок должен быть обеспечен. А с этим у ребят были большие проблемы. В период с 2015 по 2020 год. Так, чтобы вы это понимали. Большие проблемы были. Сейчас у нас в плане борьбы с преступностью картина кардинально поменялась. Не то, чтобы она улучшилась, она изменилась кардинально в лучшую сторону. Об этом говорят цифры, и они носят объективный характер. Если говорить в целом об Абхазии, мы знаем, что уже третий, получается, президент уходит в отставку. Как избежать политического кризиса? Вы косвенно затронули это в самом начале нашей беседы, но как вот сейчас не допустить дальнейшей эскалации, тем более в свете грядущих выборов и такого? Вы знаете, тут, я думаю, несколько причин. Это, во-первых, болезни роста, в том числе болезни роста политической культуры. Ее нет на том уровне, как она должна была быть. Но вы знаете, вот я третий президент, который подал в отставку, но у меня ситуация немножко другая, не так, как это было до. Я пошел на этот шаг, прежде чем пойти, я сказал о том, что я иду на выборы, и я иду на выборы. Моя команда сегодня управляет Абхазией. Вице-президент исполняет обязанности главы государства. Все министры на местах, все главы районов на местах. От оппозиции представлен исполняющий обязанности премьер-министра. Вот они вместе работают, надеюсь, у них что-то вместе получится. Но мы так договорились, и эти договоренности будут выполнены. В ближайшее время будет сформирована команда, поэтому это не совсем одно и то же. Я думаю, что создан прецедент. Вот если даже в последующем кто-то займет комплекс правительственных зданий, он должен будет понимать, что он еще власть не занял. Первые два случая были такие. Сейчас картина другая. И мы будем работать и над собой. Я надеюсь, часть оппозиции тоже будет работать над собой. Там она, еще раз говорю, разная. Там есть люди, которые являются носителем, скажем так, здоровых идей, являются настоящими патриотами. Им это не понравилось. За теми людьми, кто организовал массовые беспорядки, прочно закрепились такие термины, как путчисты и переворотчики. И это никто никогда не смоет. Это останется в их истории, в их биографии. Не думаю, что это будет хорошо. С таким бэкграундом будет очень сложно. Так я подозреваю. Я знаю, что вы приглашены на 80-летие Победы, которое состоится в Москве. Как вы воспринимаете это приглашение? Приедете ли? И что для вас означает этот праздник? Вы знаете, для меня это большая честь быть на таком празднике. Это один из самых любимых праздников в моей семье. 3 старших родных брата моего отца воевали в Великой Отечественной войне. 22 уроженца Абхазии являются героями Советского Союза. Уроженец Абхазии Мильтон Жанович Кантария поставил знамя победы над Рейхстагом. Поэтому это родной, близкий праздник. А находиться во время этого праздника на Красной площади, это вдвойне приятно. Это незабываемое впечатление. 5 лет тому назад, в июне 2020 года, я уже был на Красной площади. И, конечно, это запомнил на всю жизнь. Наша страна готовится к этому празднику. У нас мало осталось ветеранов, но, тем не менее, мы это помним. И страницы их героизма никогда не сотрутся с памяти жителей Абхазии. Для нас это великий праздник. Великий праздник, который, наверное, во многом объединяет еще и наши народы. Да, не только объединяет. наши, но и все народы, которые кровью и потом добивались этой победы. Вне всякого сомнения, это величайшая победа народов бывшего Советского Союза.
Это величайшее испытание, которое наши отцы прошли с большим достоинством. Спасибо вам большое за ваши комментарии, ваше время. Мы, конечно же, желаем вам успехов в том, чтобы навести порядок в Абхазии. Главное – это мир, главное – это благополучие людей. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Спасибо вам большое.